Ну что, очередной день, мне трубка пришла, это система охлаждения, я ее поменял, уже поставил интейк, впуск, вроде все уже подключил, короче, и уже в самый последний момент заметил, сломалась еще одна штука, но, слава богу, интейк уже не надо снимать, она вот здесь вот сломалась, вот отсюда. Короче, пластик просто крошится, блин, вообще капец, блин, этот пластик. Ну, $10 эта штука стоит. Вот этот переходник здесь. Фух. Можно, конечно, попробовать заклеить эту ботву. Можно. Попробуем. Но я на всякий случай все равно заказал. Вот. Сейчас достал фильтр воздушный. Оригинальный он. Босния и Герцеговина. Случаем не мененный ни разу, что ли? Что оригинальный. С того 16-го года, что ли. Тут есть дата вообще где-нибудь? Вроде нету. Менять надо будет его тоже. Короче, я начинаю ненавидеть этот ВАК вообще, как тут все сделано. В общем, я заказал вот эту штуку, которую я вчера, которая у меня вот эта сломалась, здесь пимпочка. Вот, она мне сегодня должна прийти. Я сейчас хотел уже заранее ее открутить, посмотреть. Открутить, чтобы прикрутить другую. И, в общем, я сломал вообще крепление к радиатору. То есть, это вроде бы можно заклеить вот здесь вот. Вот оно здесь. Вот, то есть, если так, это вообще радиатор надо менять. То есть, блядь, этот пластик, он просто крошится здесь. Там никаких усилий даже особо не нужно делать. Он вообще сам начинает крошиться. Это ужас просто. Ну, я попробую заклеить, конечно. Потому что там оно ровно так сломалось. То есть без крошки всякой должно заклеиться. Да и вообще он не хочет никак разъединяться. Этот разъем. Я уже тут и отверткой ковыряю. Все вообще не отделяется. Вот, блядь, придумали же вот такой переходник, а. Вот нет бы просто с хомутом резиновую трубку сделать. Вот тут металл там какой-нибудь и резиновую трубку с хомутом. Нет, вот надо такую залупу городить, которая потом ломается, блядь. Говорю, это ВАК, это машина для сервисов. Зарабатывать деньги вот на запчастях, на сервисе, блядь. Ну что это такое вообще? Столько узлов, элементов нахрен ненужных. Вот, которые можно было гораздо бы проще сделать. Нет, вот это вот такая вот херотень нужна, блядь. Он настолько там туго сидит, я вот там уже долблю, все что угодно сделаю, но настолько туго сидит, я не представляю, как ее можно было снять, не сломав вот это вот, не приложив хоть немножечко усилия, я не представляю. То есть это все так рассчитано, что оно там начинает вот это все закисать вместе, привариваться, и тебе надо будет тянуть, ты какие-то будешь делать усилия, и у тебя бах, и здесь сломается, и, соответственно, тебе радиатор надо новый менять. Покупать. То есть вот такая вот байда. Хорошо, вот здесь можно. Я попробую заклеить, конечно, это все. Главное отсоединить. Фух, наконец-то. Вот там вообще все закисло. Это ужас. Короче, что такое? Очередной день. Сегодня какое? 3 июля. Вот. В общем, я поставил впуск. Со впуском все нормально сейчас. Никаких ошибок по нему не выходит уже. Вот. Что касается другого. Свечи, катушки я поменял на всякий случай сразу, потому что там выходит ошибка по цилиндрам типа Misfire, короче. Да, но это из-за чего я предполагаю, где-то идет подсос воздуха, потому что на холостых мотор работает очень некорректно, неровно. Вот, и идет такой свист определенный, вот откуда-то отсюда. Это как маслоотделитель, по-моему. И, короче, где-то здесь свистит, не знаю. Надо будет искать, смотреть. А в целом машина едет, как бы я сейчас попробовал. Вот. Еще за исключением ошибки есть по рулю, потому что я поменял подрулевой шлейф, и я как понимаю, его надо программировать, потому что
поменял запчасти, и вот здесь на Volkswagen вот такая тема. Что бы ты ни поменял, тебе надо это потом программировать, то есть мне нужен компьютер, ноутбук покупать для этого, потому что у меня ноутбук не стационарный, без монитора я не могу его здесь использовать, вот, подключаться к нему шлейфом и, короче, там кодировать его. В общем, целая процедура вот эта. Вот, потому что там ошибки по рулю выходят, круиз-контроль не работает, короче, вся вот такая ботва вылезает. А так машина вроде бы едет. Вот, вчера я заклеил это крепление к радиатору здесь. Вот, чуть-чуть там что-то подсывает где-то антифриз. Надо будет еще там позаклеивать, но очень мало течет. Вот. Ну, вроде бы держится нормально. Так что вот такой вот объем работ пока. Вот. С подсосом надо разобраться и с рулем. Короче, я сейчас пытаюсь достать подушку. Ну, руль, соответственно, снять. Вот. Я ковыряю вот этой штукой сейчас. Вот здесь есть специальные отверстия. Вот. Вот они видны. Сейчас я поверну. Вот здесь вот ковырял. Вот, я не знаю, видно, нет. Короче, почему-то подушки не снимаются. Я ковыряю, вытаскиваю здесь. И чувствую, что за херня, думаю. А я смотрю, это шлейф. Это шлейф торчит под рулевой. То есть я сейчас порвал под рулевой шлейф. Прикиньте, блядь. Сука, я не знаю, я этот Volkswagen нахуй уже продать хочу. Честно, блядь, это пиздец машина. Это просто пиздец, блядь. Ты одно ремонтируешь, другое ломаешь, короче. Это жопа, эта машина, это жопа, я не знаю. Это машина для сервисов просто. И это дело не в том, что я как-то неаккуратно все делаю. Да, блин, тут просто невозможно по-другому. Что-то не снимается. Ну, блин, вот сейчас ковырнул, видимо, когда я руль одевал, там шлейф попал вот в эту херню. Ну, короче, эти защелки в шлейф попали. И, соответственно, я сейчас шлейф ковырнул. Он порвался сейчас. Это полный пиздец. Я хочу ее продать, вот выручить хотя бы, ну, деньги, которые я в нее вложил, короче, и все нахрен. Потому что, блядь, меня все заебало уже в этой машине. Так, вот, собственно, я достал руль. Вот заживало шлейф сейчас. Вот сюда вот он попал. И я вот начал ковырять и, короче, вот так расковырял. Придется сейчас запаивать как-то, что-то делать с этим. Короче, я перекинул старую плату с подрулевого шлейфа. Старую плату сюда поставил. Вот другая, которая была. Не которая была, а которую я на разборке взял. То есть они вообще отличаются. Вообще отличаются. Вообще разные. Я не знаю, помогло бы программирование или нет, но они отличаются. Вот все переставил, поставил назад. Вот, будем собирать и смотреть. Короче, мы пришли, тут матч начался, чуть-чуть опоздали. Аль-Хиляль Флуминенсе. Поднялись наверх, блин, пока шли. Здесь гол забили Флуминенсе, вон там бразильские болельщики радуются. Нам надо было вон там где-то сидеть, но там вообще все занято нафиг. Не хотелось там сидеть, шумно слишком, здесь наверху вообще по кайфу. Флуминенсе забил, сейчас 2-1 счет. Бразилия, конечно, это вообще кураж. На них смотреть просто заглядение, как на болельщиков. Они там очень активные. И сами футбол вообще интересный. Дальних ударов очень много. Ну, так класс вообще.
все, сейчас матч закончится. 2-1 Флуминенсе выигрывает. Я вообще за них болею. За Бразилию. Все. Все, выиграли Флуминенсе. Красавчики. Сейчас пойдем. Вот эти очень сильно большие салюты. Вот эти большие салюты. Сегодня День независимости еще. Салюты везде. Вау. Так, ну что, очередной день. Мне пришел паяльничек наконец-то. Ой, надо его выключить, кстати. Хороший паяльничек такой, дешевый, вообще $11 всего там. Вот с канифолио, совсем, короче, чем надо. Вот, в общем, я запаял этот шлейф кнопок рулевых. Вот, сейчас уже прозвонил, все звонится, все пищит, все нормально. Я их уже вот там... Конечно, все по-варварски, все так некрасиво сделал, что решил вам не показывать и изолентой все замотал. Там просто насрано было сваркой, паяльником. Вот. Но главное, все прозванивает, все звонит, все нормально. Вот, сейчас буду устанавливать руль. На улице погода хорошая, дождик капает. Ну-ну-то ты... Ой-ой-ой. Так, ну все, очередной день. И мне здесь пришел масляный сепаратор. Вот. Я тут посмотрел, вот через этот шланг чуть-чуть пропускает. Я не знаю, дело не в шланге вроде, вот здесь немножко повреждено. Вот, и здесь тоже сопит немножко он иногда бывает. Свистит, короче, свист из-за него идет. Вот, я решил его поменять, потому что я посмотрел, погуглил. Это, короче, по сути, это расходник, масляный сепаратор. Там, на 100 тысяч километров, типа, я вряд ли думаю, что когда-то его меняли здесь. Вот, поэтому буду менять, тем более цена вопроса $30 всего, чтобы грех не поменять. Вот, сейчас буду снимать и менять. Потому что двигатель по-прежнему троит на холостых, что-то где-то подсасывает все равно. Ну, поменяю для профилактики, хуже не будет. Так, ну все, достал, это оригинальный. Ну, выглядит все нормально, как будто рабочий, но они все так выглядят. Вот так вот здесь все. Сейчас почистить надо немножко тряпочкой. Вроде все красивенько. Все прилично тут выглядит.
Так, ну все, движок работает ровно. Сейчас я проехался немножко. Вообще без всяких проблем. То есть мне осталось сейчас сделать, поменять радиатор, потому что вот там пиликает. Течет из радиатора. И с рулем разобраться. Руль я сделал, кнопочки все работают. Единственное, надо его настроить через программу, как-то обнулить через этот Вася Диагноз, там, или как он называется, короче. Вот, и через него сделать настройки. А мотор все ровно на холостых, ровно теперь работает. Так, ну что, сегодня мне придет радиатор. Я уже снял старый. Вот, снял вентилятор, радиатор. Вот, благо здесь вот, что хорошо, это не сложно. Не надо бампер снимать, ничего. Просто там вентилятор на 4 болтах и на 5 болтах радиатор. Ну, реально не сложно. Вот, сейчас будем ждать, когда придет. Так, сейчас еду, все залил, все, ничего не течет, антифриз. Все нормально. Я даже промывать не стал, там практически я 2 галлона залил, то есть практически все слилось. Объем здесь практически 2 галлона. Вот, я сейчас еду, вот проблемка у меня с рулем, то есть я ставлю руль ровно, меня вправо уводит. Я, видимо, руль немножко не на ту метку поставил. Вот, надо метку немножко поменять. Что вот, я прям замечаю, прям в центр ставлю, ее вправо машину уводит. Так, ну что, чисто технически Тигуанчик готов. Все уже долил, антифриз, ничего не течет, все нормально. Вот, машина едет прекрасно. Единственное, надо садаптировать датчик положения руля. Вот, руль немножко тяжеловато из-за этого, потому что он не дает типа ездить нормально. Короче, садаптирую его. Вот, осталось поменять масла в коробке, в двигателе. Так, что еще? Потом поехать на разборку, купить 2 подкрылка. Надо все-таки 2, не 1. Вот этот подкрылок, он тоже наполовину, он обрезанный, половина. Я не знаю, что с ним делали, что его обрезали. Вот, короче, такая вот ботва. С той стороны там вообще подкрылка нету. Ой, вот этот подкрылок обрезанный, да. Подкрылок все равно надо здесь менять. Вот здесь ножом обрезали, тоже черти, не знаю зачем. 2 подкрылка. Вот этот вот молдинг здесь, трим. И вот здесь вот нижняя часть бампера нужна. Так она называется, вот эта юбка там такая идет. Вот. И все, собственно. Ну и резину поменять. Сейчас я уже почти $400 в эту машину потратил. И, наверное, почти столько же уйдет еще вот на вот это все остальное. Вот, может, $300. Ну, 400, я думаю, точно столько. То есть, в общем, я где-то $800 в нее вложу. Это немало, на самом деле, очень немало. Но машинка в хорошем состоянии. Мотор вообще работает офигенно. По звуку как дизель прям работает. Как будто у меня дизельная машина. Да, очередной день. Очередная задачка. Короче, я хотел поменять масло в коробке. Вот. Вот там находится болт. Сейчас приближу. Вот этот болт несчастный. Это заливной болт, короче, откуда заливать. В общем, резьбу я там сорвал. Вот, и сейчас надо его как-то открутить, короче. Такое сложное, труднодоступное место там. Вот, в общем, задачка на задачке. Чувствую, тут в коробке масло вообще никогда не меняли. Это айсиновская коробка, тойотовская. Ну, хорошая коробка. Вот, надо масло поменять. Блин, у Volkswagen, конечно, вот много дичи всякой вот в плане решений. Вот эта вот заливная пробка, которая в коробке, там торкс на 55, и у меня его не оказалось. Я его пытался открыть, оказывается, ну такой звездочкой, я не знаю, как она. Типа торкса, только у нее больше граней, короче. Вот, и я, соответственно, сорвал.
Я ее сорвал. Сейчас еду по магазинам, в один не успел заехать. У них было написано до 8, я приехал до 8, они уже закрыты были. Я там за минут 40 приехал, они все равно были закрыты. И в Walmart заехал, а там нету этого торкса на 55, только с Walmart, короче, заказывать. Послезавтра только придет. Фух. Сейчас съездил в Home Depot магазин, он до 10 работает. Купил вот торкс на 55. Еле-еле я снял эту пробку несчастную, блин. Вообще так туго стояла. Ни разу, видимо, не меняли здесь. Фух. Короче, вот приключения с этой коробкой, точнее, с ее болтами. Вон, сломался торкс. Здесь торкс, я не знаю, он поменьше уже, не 55-й. И, короче, он сломался. Там так туго он стоит. Это вообще ужас. Ну, ни разу точно не меняли. Вот прям ванговать не надо даже. Ни разу здесь ничего не меняли. Все прикипело там. Фу, сейчас это вытаскивать надо. Вот в этом, блин, весь Volkswagen нахер. Почему нельзя было обычные болты туда поставить? Нет, надо вот торксы поставить. Блин, торксы вообще... Если прикипел болт под торкс, там потом хрен открутишь его. Вот у меня уже провернулось там. Ёпарасоте, я не знаю, что делать. Долбанный Volkswagen вообще. Зачем так мучить людей, а? Ох, искупался. Лето, конечно, офигенное время. Океан такой теплый здесь. Каждый вечер уже вот так по традиции приезжаю на велосипеде. Купаюсь. Вообще шикарно. Полчаса так в воде просто не вылезая. На волнах кайфуешь. Вот. А у меня тут обновочки. Наушники пришли. Компания Basson. У меня уже есть такие наушники мониторные. Там $100, $110 были, я покупал. Вот, они классные, очень офигенный звук. Я специально мобильный ЦАП купил. Я в прошлом году вот так что-то в аудиофилию немножко решил попробовать поиграть. Вот, и понял, что по большей части это все, так скажем, фетиш просто, по большей части. Вот, это там, это не про наслаждение музыкой, это просто про качество звучания, там вот это все. Мне это не нужно, я хочу кайфовать от музыки. С хорошими, конечно, с хорошим звуком, как бы, отличить плохие наушники от хороших довольно легко, ну, как по мне так, поэтому... И дело не в цене совсем, вот просто хорошие наушники, ты чувствуешь, как вот весь диапазон частот хорошо проигрывается, без всяких там посторонних звуков, так скажем. Вот, и что у меня случилось, почему я эти купил? Вот, у меня есть наушники Bose AirBuds Ultra, на секундочку, они стоят $300, но я не похвастаться ценой просто хочу, а то, что один наушник у них крякнул, вот дня 3 назад, правый наушник перестал выходить на связь, вообще просто абсолютный дисконнект, короче. Не заряжается, ничего вообще не происходило. Вот, только левый. Я такой, думаю, обидно. Я только год назад их покупал, как бы, ну, за $300. Они год там с лишним отслужили и крякнули. Обидно так, думаю. И я просто начал искать наушники. Не как в замену им, а просто что есть вообще. Что-нибудь новое попробовать. Посмотрел вот эти вот накладные наушники, типа для спорта. Так попробовал. $15. Вот компания проверенная, думаю, так и возьму. Взял, и реально прикольные наушники. Они, конечно, абсолютно не про качество звучания, это не про звук, так скажем, это про удобство. Ты как будто слушаешь наушники, потому что открытое все, как будто с колонок слушаешь, никому не мешаешь, и притом ты все слышишь, все окружающее. И реально они... Потому что когда ты затычки все-таки втыкаешь, у тебя такой создается эффект отсутствия. Вот эти вот боссы, они... Там настолько классное шумоподавление, проигрывание звука там офигенное. Ну, как по мне, так классно. Там басы, все классно. Но ты прям отсутствуешь. Ты ничего не слышишь практически, что происходит. И это классно, это хорошо. Когда надо тебе абстрагироваться от окружающей суеты, ты одеваешь их, шумоподавление по умолчанию там работает, и все, ничего не слышишь. Вот, а эти наушники, они как бы, ну, тут еще такой момент, как дискомфорт. Не всем нравятся затычки. Мне как бы затычки ок.
Просто уши тоже начинают потеть, когда ты долго в затычках. Там внутри все равно потеет в ушной раковине. В самом ушном канале все равно потеет. И это не очень приятно. А вот эти открытые все дышат. Как бы это хорошая альтернатива этим. Вот почему я, кстати, не могу носить большие наушники, которые закрывают все ухо. У меня просто начинает голова греться и начинает болеть. То есть нарушается теплообмен, а уши наши это там очень много сосудов, которые совершают теплообмен, а наушники им не дают. И, соответственно, голова перегревается. То есть у меня 15 минут, я в больших наушниках, и все, у меня начинает голова болеть. То есть вообще не для меня. Для кого-то норм, вот для меня нет. У меня уши тепло нормально излучают. Вот, а эти наушники прикольно. То есть за $15 мне очень нравится. Я их оставлю себе. Вот, я думал... Кстати, боссы-то заработали. Наушник я на солнышке его оставил. Видимо, он подсушился немножко и стал работать. Вот, поэтому хорошо, будет еще долго служить. Видимо, вода как-то попала туда. Тут масло меняю у коробки. А здесь такая красота, такое небо. Ёпарасы, аж дух захватывает. А вон моя лодочка стоит. Ой, в каком все-таки прекрасном месте я живу. Ой, блин. Тут такая классную площадку сейчас сделали. Здесь возле речки. Наша любимая площадочка. Давно здесь не были, вот здесь такую штуку построили высоко. Папа, Катайся. Так, ну что, вчера я начал частичную замену масла в коробке. Вчера я первый раз поменял, слил, залил. И сегодня я уже снимаю поддон, меняю фильтр. Вот. И даже после первой замены вчера машина вообще по-другому стала ехать. Лучше гораздо катить начала. Вот не знаю, вот реально. Переключаться более мягко стало. Ну, вообще все офигенно прям. То есть мои предположения, что за 160 тысяч миль здесь масло ни разу не меняли. Вот сейчас ставлю новый фильтр, закрываю этот поддон и заливаю масло свеженькое. Так, что, моя первая дальняя поездка на Volkswagen. Вот. Одно дело по городу ездить, как бы, все равно уверенности такой нет, а вот на трассу, вот это проверка машины уж, если доедет до Орландо, тем более она едет мы едем на разборку, мне нужны вот эти части, там бамперы нижние, 2 подкрылка с 2 сторон и молдинг на крыльях. Вот. Посмотрел, в Дайтоне нету на джанк-ярде тигуанов, а в Орландо аж целых 3. Один там вообще как мой, прям 2016 года тоже стоит. Вот едем сейчас. Вот, все, едем нормально, машинка офигенная. Вот, единственное, я пока руль также не садаптировал. Вон, чеки горят. Не садаптировал руль. Вчера не смог подключиться. Мне уже шнурок пришел через программу ВКДС. Специальная для ВАГа. Вот, и как-то пока проблема, короче, с подключением. Надо будет с этим разбираться. Но машина едет, просто руль тяжеловатый. Но это даже какой-то плюс в этом. Руль тяжеловатый, по трассе хорошо идет. Мне даже нравится так. Но в любом случае надо это решать, потому что там ошибка висит по датчику положения угла руля. Так, вот тигуанчик 16 года, тоже такого же года. Вот, подкрылки все целые, вроде здесь чуть-чуть порезано. Ну, хрен с ним. Вот. Здесь крыло, говорю, бампер тоже есть. Вот. И другой подкрылок тоже есть. Так, я снял все, что мне нужно. Вот 2 подкрылка, вот эта нижняя часть бампера. Нашел даже подлокотник рабочий. Вот.
Вот, и, блин, вот этот Тигуан вообще четкий, у него крыша панорамная, офигеть. Вот я хочу панорамную крышу тоже. Офигенно, блин, мне очень нравится. Вот для меня главных два вот условия, мне что хочется, это адаптивный круиз-контроль и крышу панорамную. Это было бы вообще шикарно. Хотя бы люк даже, не панорамную крышу. Ну, просто мне так хочется, вот не знаю. Вот, в целом все взял, что надо было. Вот, поэтому можно ехать. Короче, сейчас еду, машина начинает все болячки выскакивать, что надо. В общем, надо колодки менять, вон он, трет. Я думаю, что за звук? А он трет диск, блин, и я не знаю сейчас, что делать. Потому что... Ну, блин, потому что сейчас что он с диском будет? Этот звук-то. Ёпарасоте. Надо будет диск менять. Диски, короче. Диски, колодки. Да. Так, ну что, доехал. Вроде нормально все. Ну, диск, конечно, все. Диску крындец. Надо колодки менять. Диск задний. Передний я посмотрел, вроде нормально. И колодки нормально. Заднюю пару, короче, надо будет менять. Вот. Ну, все, короче, полностью у меня 2 молдинга. 2 подкрылка обошлись мне в $50 всего. Я посмотрел на Амазоне, бы мне это в $200 вышло. То есть очень сэкономил хорошо. Вот, так что вечером сейчас буду менять. Вот, а сейчас будет футбол, клубный чемпионат мира, финал. ПСЖ против Челси. Я, конечно, за ПСЖ болею. Вот. Ну, какие облака красивые идут. Сейчас ливень принесет. В такое время очень красивое небо. Закаты. Очень красивое. Небо ясного на закате сейчас почти не бывает. Ни одного дня. Потому что дожди идут. Ливни такие проливные. Ну, красота. Сейчас вышел погулять. Кроссовки-то в коем-то веке надел. Я вообще кроссовки одеваю очень редко. Потому что все время в шлепках практически круглый год. Ну ладно, не круглый год. Летом вообще шлепки это и больше ничего. Вот. Сейчас такую фишку открыл. Мне интересно смотреть про Чебоксары, про мой родной город, именно глазами туристов. Я много видео всякого нахожу на ютубе. Приезжих людей, которые приезжают в Чебоксары, просто снимают влог, блог, вот так вот ходят тоже, рассказывают. Так вообще, так прикольно, реально. И город сам познаешь, потому что на какие-то вещи, ну, объективно, свой родной город чаще знаешь хуже, чем какой-то соседний. Ну, вот так вот, потому что, как бы, не ценишь, ты родился, ходишь, живешь, как бы ты его не изучаешь. Ну, все как-то на автомате. А когда ты приезжаешь в чужой город, ты его изучаешь, смотришь, ходишь. Поэтому вот зачастую свой родной город знаешь плохо. Вот, и поэтому вдвойне интереснее вот так смотреть про свой родной город. Ну, помимо того, что я скучаю, конечно, по нему, я свой город, свою республику очень сильно люблю. И очень сильно скучаю по ней. Вот, и вот так вот интересно смотреть, как другие люди гуляют, рассказывают, смотрят. Да, и хорошо, что наушники мои боссы заработали. Я еще так рад. Вот гулять в них одно удовольствие. Ходишь, городской шум убирают, включаешь вот такой легенький эмбиент и просто кайфуешь. Мне так нравится вообще. Прям погружаешься в свою атмосферу. Сейчас расскажу прицепом про то, как я перестал пить, кстати. Я уже, наверное, недели 2 не пью. Вообще перестал. Просто из-за чего все это? Я что-то начал замечать, что я начал часто выпивать, чтобы расслабиться. Не то, что я там напиваюсь, нажираюсь, просто вот за собой заметил, вот последние года вот выпиваю чуть ли не каждый день так вот. Сидора, чуть легенького, да? Но это не отменяет алкоголь все-таки. Алкоголь есть алкоголь.
Я понял, что за вот этой иллюзией, то, что ты расслабляешься, ты еще больше напрягаешься. Мозг по-другому начинает думать. И вообще это в зависимость начинает переходить. Но у меня периодами... Я вообще очень независимый человек на самом деле. У меня вообще нет зависимости фактически никаких. И это очень хорошая такая черта для путешественника, потому что для того, чтобы быть по-настоящему свободным, вообще вот, надо быть независимым человеком. Не зависеть от всего. Вот. Ну, короче, не суть. Важно. В общем, алкоголь начал чуть ли не каждый день пить. Вот так. Что-то пойдешь, так сидора купишь, так расслабишься. И я понял, что это, начинает напрягать вообще. Мозг по-другому становится. Не из-за того, что я беспокоюсь, из-за того, что у меня типа зависимость, а из-за того, что ритм жизни вообще другой стал. Как мозг по-другому думает. Вот этого дешевый дофамин вот этот вот. Надо пересмотреть, короче, полностью свою жизнь. Да, и у меня сейчас такое время настало. Я сейчас учусь жить без алкоголя. Не в том плане, что у меня была какая-то зависимость, что я там в запой входил. Нет, просто начал замечать такую иллюзию, что начинаешь пить типа ради того, чтобы расслабиться. А на самом деле получается наоборот, что вот алкоголь, он меня напрягает. Я просто уже замечаю, что часто пьешь пиво какое-нибудь такое, типа легенькое, сидора. Тем более, когда живешь в жаркой стране, в жарком климате, всегда что-то хочется пить такое газировенькое, чтобы вот так вот освежало. И, естественно, вот что на ум приходит? Пиво, оно еще расслабляет тебя якобы. И освежает, газики есть. Я заменяю пиво сейчас, вот любой шипучий алкоголь газированный, просто минералкой. Я покупаю минералку каждый день, и на самом деле эта тема вообще работает. Я пью минералку, мне просто газиков не хватало. Вот мне нужны газики, и вот поэтому я пил просто алкоголь, потому что он газированный. Нахрен надо. Вот, минералка самая офигенная. Я вот уже неделю-две ничего не пью, мне вообще хорошо так. Мозг по-другому стал работать. Больше кайфа получаю от жизни. Вот, просто гуляя, вот, или еще что-то. У меня с этим никогда, конечно, проблем не было, но на самом деле алкоголь это, трата денег, во-первых. Если так посчитать, вот в неделю ты там покупаешь там упаковки 2 там сидора, там по 6 баночек, все равно это там $20 минимум. Нафиг надо, если минералку лучше взять. Вот, поэтому без алкоголя жить намного лучше, приятнее. А вообще у меня зависимостей никаких нету. Я путешественник, человек свободный, а свободный человек не должен и не может от чего-то зависеть. А я по натуре своей путешественник. Поэтому я не люблю вообще любые формы зависимости. Я вообще про этот Dodge не рассказывал. Ребята, его купили. Я его продал им.
Вот, они потом что-то, ну, говорит, нам не нравится, что-то другое хотим. И они мне, короче, его на продажу опять дали, чтобы я его продал. Ну, и деньги им дал. И этот Dodge, что-то попал я с ним. Не могу его продать никак. Не то, что не могу. Сегодня приехал первый покупатель, я уже продаю месяц. Как бы люди там изредка пишут. Вот сегодня приехал чувак сейчас. И эта машина, я ее вчера все заводил, все нормально было. Она, короче, не заводится. Ключ не видит. Машина не видит ключ. Вчера все было нормально. Я больше с доджами отдел вообще, наверное, иметь не буду. Блин, это вообще ужас нахер. И чувак сейчас уехал, но он говорит, я недалеко живу. Как все будет? Ты, говорит, пойдем сейчас. И он говорит, как сделаешь, говорит, позови меня. Короче, жопа, блин, такая подстава. Ты сидишь, короче, думаю, ну, приехал уже покупатель потенциальный, и она не заводится. Ёпарасоте. Что я не могу. А тебя там чпокнули. Жди теперь. Уи. So I will put it. Okay, now close it. Oh, and you need to like switch. Here we go, guys. О, ты. Ох, сегодня 19 июля, уже середина лета. Суббота сегодня, я сегодня весь день лежу, вот вообще не вставал, время уже 4 час вечера, можно сказать, а я все, даже не вставал, не одевался. В коем-то веке скачал приложение ВК, зашел в ВКонтакте, я там давно не был, как-то периодически только заходил, ничего не смотрел особо, просто, не знаю, просто так, поностальгировать. Вот, и наконец посмотрел все сообщения, у меня там было около 100 неотвеченных сообщений. Вот, я посмотрел, это еще там лет 5-6, вот как мы только выехали в путешествие, в Америку приехали, вот тех времен. Вот, посмотрел, ну там ничего важного особо не было, многое уже не актуально. И что-то я просто посмотрел вообще, с кем общался я в ВК, там, конечно, тысячи людей за все путешествия. И как-то грустно, некоторые профили удаленные людей, я не знаю, как их найти и вообще, что с ними случилось. Вот даже пример у нас Сашка с Тюмени, мы в гостях были в Тюмени, вот кто может найти видео там, вот мы у него гостили, вот у него профиль удаленный, я не знаю, что с ним случилось. Вот, насколько я знаю, у него тогда были уже, ну, проблемы со здоровьем, и вот я не знаю вообще, с кем связаться, потому что, ну, чтобы узнать, что с ним случилось и куда он делся, потому что профиль удален, у него был бизнес-профиль, он тоже удален, он занимался детейлингом автомобилей, вот, и я не знаю, что, вот, профиль удален, вот, и вот загадка. И вот так вот много профилей, очень много людей, кто почему-то профиль удаленный. И тут только гадать, по какой причине. Вот, поэтому в ВКонтакте, конечно, много контактов потерялось.
года проходят, ты уже сам забываешь. Вот, а потом так смотришь по перепискам. Блин, куда все эти люди делись? Да я и сам пропал, о чем там говорить. Я же тоже не сидел там в ВК. Ну, профиль-то был не удален, но все равно. Вот, такие вот дела.